эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Рекордное количество суточных зараженных коронавирусом в России зафиксировали сегодня. Президент поручил обеспечить всех больных бесплатными лекарствами. В районах Якутии продолжается рейд по торговым залам. Везде ситуация складывается по-разному. Где-то граждане относятся с пониманием, а где-то продавцы продолжают игнорировать меры предосторожности. Многолетняя проблема Алекминского района сдвинулась с мертвой точки. Там завершается подготовка строительства дороги по Солянскому косогору. Жильцы одного из столичных домов в письме нашей редакции бьют тревогу. В середине лета им перекрыли доступ к газу, и ситуация никак не решается. Движение «Волонтеры Победы» в Якутии получило большую популярность и широкое распространение. Оно насчитывает уже более 800 человек. С наступлением холодов у якутян резко идет на спад физическая активность. Многие находят выход в секциях танца. В России зафиксирован новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. В стране выявили 17 717 заразившихся в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. Полностью выздоровели 14 740 человек. 185 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Из них 102 в Якутске, в Нерюнгринском районе 16, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 6, во всех остальных районах от 1 до 5 случаев. Летальных исходов 2. На территории региона на сегодня действует 14 лабораторий, как самостоятельные, так и работающие при стационарах. Вместе с тем в оперативном штабе отметили, что врачи продолжают вносить свой неоценимый вклад в сохранение жизни и здоровья якутян, что сегодня заслуживает слова благодарности каждому из них. Лучший способ – это соблюдать все меры безопасности. Это социальное дистанцирование, ношение масок и дезинфекция рук. Работа медицинских организаций сейчас отличается от работы организации, которая у нас была даже год назад, лишь только огромной нагрузкой, которая ложится на медиков нашей республики. Поэтому я хочу сегодня отдельно поблагодарить медиков, которые работают в каждой медицинской организации нашей республики. Огромное вам спасибо от всех жителей республики, от каждого больного, который у вас был, от всех их родственников за тот ваш труд, который вы делаете. И только на вашем труде мы сегодня спокойно дышим в нашей республике. Спасибо вам. Больных коронавирусом обеспечат бесплатными лекарствами во всех регионах России. Об этом заявил Владимир Путин. Цитата: «Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», сказал президент на совещании с членами правительства. Путин пояснил, что доступные бесплатные лекарства помогут лечиться амбулаторно тем людям, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией в легкой форме. Обсуждалась цифра в 5 миллиардов. В Якутии подписано соглашение о выделении дополнительного финансирования на амбулаторное лечение больных. Об этом также рассказала замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. Она отметила, что соответствующий пакет лекарств будет приноситься врачом. Либо организуют определенное место, где человек, если ему позволит состояние, сможет забрать их самостоятельно. Дополнительное финансирование выделяется с марта месяца этого года, как с федерального, так и из регионального бюджета. И мероприятия, которые осуществляются сегодня и для разворачивания сети, и для закупки оборудования, и для доплат, которые у нас произведены медикам, нужны дополнительные деньги. И они не могли планироваться год назад в бюджете республики, а также как и в федеральном бюджете. Поэтому за весь этот период мы, соответственно, регулярно пополняли резервный фонд республики Саха-Якутия, закупали дополнительно лекарства, выделяли деньги на амбулаторное лечение больных, да, выделяли деньги на приобретение дополнительного оборудования во всех районах республики. Точно так же у нас поступают и муниципалитеты. Продовольственные магазины и другие точки торговли проверяют в районах региона. Так, в поселке Усть-Нера Аймиконского района административная комиссия и полиция рейдируют их регулярно. За сегодня проверили 4 торговых зала на наличие масок, перчаток и дезинфекторов. Как отметили проверяющие, жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. В настоящее время составлено 2 протокола по статье 3.8 КоАП РСЯ, направлены в мировой суд. В основном большинство магазинов соблюдают данный режим. Так вот пока таких особо нарушений
сильно много нет. О том, какие нарушения выявила административная комиссия Ленского района, расскажет Анна Кожевникова. Носить маску в общественных местах сегодня – это норма жизни. Без средств индивидуальной защиты вас не обслужат ни в одном магазине и не примут ни в одном госучреждении или организации. За соблюдением данных мер безопасности в Ленске следит административная комиссия. Начиная с весны, сотрудники которой проводят рейды по общественным местам и магазинам. На сегодняшний день проверку пройдены более 95% торговых точек. Заведено 5 материалов. В основном это нарушение персонала при отпуске и оказании услуг, отпуске продукции проводились без средств индивидуальной защиты. Проведены разъяснительные работы, граждане все понимают, в связи с чем дальнейших таких проблем у нас не возникает. Очередной рейд был направлен на проверку по соблюдению мер безопасности в пункте временной изоляции вахтовых работников на 14 дней, которым сегодня является здание гостиницы «Лена». Нарушений выявлено не было. Параллельно рейдовым мероприятиям административная комиссия проводит профилактическую работу, распространяет тематические буклеты. Жители Ленска по-разному относятся к введенным мерам. Ну, на улице, когда нету никого рядом, по-моему, можно без маски. В магазине дело другого рода. Ну вот, как сказали, что в масках ходить, стала в маске ходить. Вот и все. Ну как надо, так надо. Вообще-то это ерунда все. Но как бы ни относились люди, есть закон, который необходимо соблюдать, а наказание за нарушение бьет по кошельку. Если гражданин находится без маски в общественном месте, то вынужден будет заплатить штраф от 1000 до 4000 рублей. Для должностных лиц эти цифры выше – от 15 до 40, а для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Поэтому носить маску выйдет дешевле для семейного бюджета и безопаснее для здоровья. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Проверки ведутся и в Мегино-Кангаласском районе. За 2 недели проверены десятки супермаркетов, оптовых баз и кафе в поселке Нижний Бестях. Замечания работникам магазина за отсутствие масок неоднократно давали и сами посетители. За подобные нарушения административная комиссия составляла протоколы об административной ответственности. Также в некоторых торговых точках отсутствуют рециркуляторы, должным образом не оборудованы уголки для обработки рук посетителей. На данный момент с представителями оперативного штаба заполняется протокол за отсутствие маски в отношении продавца. И вот согласно статье 6.4 часть 2 административный штраф на граждан, в данном случае на продавцов. К другим темам. Многолетняя проблема Алекминского района сдвинулась с мертвой точки. К концу ноября этого года планируется завершить все намеченные работы по дороге от начала Солянского Косогора и до села Харинцы. С какими трудностями сталкиваются дорожники и какие перспективы у проекта, разузнала Елена Фаст. Практически завершились работы по нарезке полочки Солянского Косогора. Протяженность ее составляет 16 километров. 1,5 недели назад приступили к работам силами одного бульдозера Камацу Д-275 весом 55 тонн. Ну, за 1,5 недели прошли порядка 12 километров. Ну, в принципе, в нормальном темпе идем. Ну, трудно, конечно, трудно. Камень. Было бы лето, другое дело. Хотя бы сентябрь. Ну, замминистра был, вроде бы говорит, что на будущий год, но пораньше начнется это все дело. Тех, кто был в Алекминске по зимнику, хорошо представляет, насколько сложным был для водителей именно этот участок. Порой занимая несколько часов, в зависимости от погоды и времени года. Вот по этой дороге молодой был я где-то с 19 лет, по этой Косогоре я ездил. Вообще это трудное, страшное время было. Сколько мечтали эту дорогу, как-то делали. И ширина дороги будет позволять разъезжаться грузовым автомобилям в тех местах, где невозможно сделать такую широкую дорогу. Будем делать карманы, разъезды. Ну, все это, естественно, совместно с заказчиком. Тут постоянно идет контроль. Согласно технического задания, этим работы не завершатся. Первый этап – это дорога до села Балаганах, второй – до села Харинцы. Самое главное, теперь обслуживание дороги по Косогору будет финансироваться ежегодно. Главное управление автомобильных дорог Республики Саха-Якутия теперь именно на Солянский Косогор ежегодно будут выделяться средства, и аукционы будут проходить уже пораньше.
То есть к работам можно будет приступать август-сентябрь месяц. То есть это самый такой хороший период. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сейчас короткая пауза. Продолжим через минуту и смотрите далее. Жильцы одного из столичных домов в письме нашей редакции бьют тревогу. С середины лета им перекрыли доступ к газу, и ситуация никак не решилась до сих пор. Движение «Волонтеры Победы» в Якутии получило большую популярность и широкое распространение. Оно насчитывает уже более 800 человек. С наступлением холодов у якутян резко идет на спад физическая активность. Многие находят выход в секциях танца. Это итоги дня. Продолжаем программу. Родные потерявшегося Михаила Галыжинского продолжают его поиски. О судьбе мужчины ничего не известно с 3 октября. По словам брата пропавшего, в начале месяца Михаил с 3 друзьями выехал на вездеходе на участок, который расположен в 20 километрах от поселка Чукурдах. О том, что случилась беда, узнали, когда сын одного из пропавших случайно обнаружил замерзшего отца, когда ехал на свой участок. В 1,5 километрах от места нашли их затонувший вездеход, в кабине которого находились еще 2. Возможно, мужчины не заметили в темноте яму на озере. На сегодняшний день поисками пропавшего Михаила Галыжинского занимаются только добровольцы. 6 человек на буранах прочесывают близлежащие территории, но пока безрезультатно. Сотрудниками полиции были незамедлительно организованы оперативно-поисковые мероприятия. В 1,5 километрах от места обнаружения был найден затонувший в водоеме вездеход, в кабине которого находились тела еще 2 мужчин. По данному факту совместно с коллегами из территориального подразделения Следственного комитета проводится процессуальная проверка. Поиски 4-го мужчины были осложнены неблагоприятными погодными условиями. В ближайшее время они будут продолжены с применением специальной техники и кинолога с собакой. Вступил в силу приговор по громкому делу об убийстве 4 человек и посягательстве на жизнь полицейского. Приговором Верховного суда Якутии виновному мужчине 1991 года рождения было назначено пожизненное лишение свободы. 5-й апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев дело, оставил приговор Верховного суда без изменений. Напомню, что виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных жилых домов Якутска, нанес в ходе ссоры множественные ножевые ранения женщине, в результате которых она скончалась на месте происшествия. Далее, с целью скрыть преступление, он нанес множественные удары ножом, видевшей его пожилой матери погибшей женщины. Его жертвами стали и малолетние дети 2012 и 2014 годов рождения, которые также погибли на месте от нанесенных им множественных ножевых ранений. Впоследствии в тот же день в ходе его задержания по подозрению в совершении убийств он совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции, нанеся ему не менее 3 ударов ножом в место расположения жизненно важных органов. Мошенники активно пользуются уже всем известными схемами обмана, но нерюнгринцы, к сожалению, снова попадаются на уловки аферистов. Мнимые сотрудники отдела безопасности банка сообщают гражданам об опасности взлома их счетов и просят называть коды из СМС-сообщений для предотвращения этих действий. И в этот раз именно таким образом мошенники получили доступ к личному кабинету 36-летнего нерюнгринца, оформили кредит и обналичили деньги. А 40-летний житель города Нерюнгри, поверив мошенникам на слово, сам внес наличные средства в сумме 470 тысяч рублей на продиктованный аферистом счет. По словам потерпевших, они знали о подобных схемах мошенничества, но уже сотрудники банка вели диалог грамотно и вежливо, поэтому мужчины поверили, что незнакомцы действительно представляют интересы банка. В связи с ростом регистрации преступлений на территории Нерюнгринского района, связанных с дистанционным мошенничеством, сотрудниками полиции проводится акция с целью напоминания гражданам не поддаваться на уловки мошенников, а также напоминания о сохранении личной финансовой безопасности. В редакцию нашего телеканала обратились жильцы дома по улице Кулаковского, 44 в Якутске, которые с июля этого года живут без газа. Жильцы возмущены тем, что подрядная организация, Якутская газовая компания, никак не может закончить в их доме капитальный ремонт газовых труб, организованный фондом капитального ремонта. Такую же проблему испытывают и соседний дом по Кулаковского, 44/1. В проблеме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Чтобы приготовить обед или ужин на такой портативной электроплитке, у Виктории Дмитриевой уходит как минимум 2-3 часа в день. При этом счета за электроэнергию предательски растут вверх. Да и дыра в стене. Картина не из приятных. Подъезд виден. Вот, дует.
Причиной всех этих бед стала якутская газовая компания, которая с лета никак не может закончить замену газовых труб в ее доме. Итог – 80 квартир сидят без газа. Контролирующие органы Саханнефтегазбыт. Они им выдавали предписания, составляли акты, но, увы, до сих пор ничего не устранено, и дом стоит без газа. В доме 1974 года газопроводные трубы изношены давно. Исправить ситуацию еще в июле этого года взялось частное предприятие «Якутская газовая компания», которая путем тендера подписала соглашение с Республиканским фондом капремонта в рамках региональной программы. В этом году мы разыграли 2 лота по 8 домов. К нам пришла новая подрядная организация «Якутская газовая компания». Они выиграли оба лота, к работам приступили. В данный момент у них в производстве находится 4 многоквартирных дома. Бить тревогу жильцы начали тогда, когда поняли, что к ним пришли недобросовестные подрядчики. Обращение во все инстанции не дало никаких результатов. Виноватыми же остались собственники квартир, которые, по словам представителей Якутской газовой компании, не впускают их в дома и не хотят восстанавливать ремонт за свой счет. За примером недобросовестной работы Якутской газовой компании далеко ходить не надо. Прямо за мной можно увидеть, что труба здесь просто-напросто отрезана. Информационная табличка у подъезда говорит о том, что все работы должны были быть завершены в сентябре этого года, но при этом в фонде капремонта объяснили, что все сроки передвинуты до конца следующего года, и люди просто боятся, что еще год они будут жить без газа. Камнем преткновения оказалась замена так называемых футляров, через которые должны проходить газовые трубы как в подъездах, так и в самих квартирах. Как правило, туалет, ванна всегда отремонтированы кафелем. И если менять эти футляры, мы сломаем просто-напросто людям ремонт, который восстановление мы, к сожалению, не сможем произвести. Люди не согласны? Ну, разумеется, не согласны, да. Замененные трубы также вызывают вопросы по качеству. В квартирах огромные щели, из которых дует. При этом трубы сварены таким образом, что даже не специалисту понятно, что прикрепить газовый счетчик просто не к чему. Ну, мы их признаем, да, и к этому относимся как к рабочему моменту. И работы ведутся, никаких проблем мы не видим с этим. Напомним, поставщиком газа в данном доме является компания «Сахатранснефтегаз», которая требует у подрядчиков устранения всех нарушений и не подписывает акт о приемке работ. Ну, мы выделили, да, подрядчику, какие именно места они должны поменять. Где не видно футляра, да, где футляр уже идет наискось, то есть соприкасается с газопроводом. Вот эти места они в обязательном порядке должны поменять. Сейчас Якутская газовая компания пошла другим путем. И чтобы доказать правоту, собирается брать с каждого препятствующего собственника акт об отказе в письменном виде. Жильцы хором твердят о том, что всегда готовы идти навстречу. Но компания сейчас самоустранилась. И все работы уже месяц как не проводятся. Мы будем следить за развитием всей этой ситуации. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. К другим новостям. Движение «Волонтеры Победы» в Якутии получило большую популярность и широкое распространение. Оно насчитывает уже более 800 человек. На днях оно отметило свое 5-летие. Наш регион принял эстафету в марте прошлого года. В региональном штабе движения поведали, что якутские волонтеры помогают ветеранам Великой Отечественной войны, которых в Якутии осталось 68. Адресная помощь оказывается также ветеранам труда, тыла. Особое внимание уделяется одиноко проживающим ветеранам, у которых нет родственников. Каждый может обратиться за помощью к министерствам, ведомствам, которые в свою очередь держат со штабом связь. Кроме того, в Якутии создаются мобильные бригады, куда входят по одному соцработнику и волонтеру, в чьих функциях и входит выявление проблем у ветеранов, а также их решение. С наступлением холодов, когда активность снижается, многие начинают искать для себя подвижные хобби. Танцы всегда были одним из самых демократичных и доступных видов физической активности. Это не только способ укрепить мышцы, потренировать вестибулярный аппарат, но и научиться ощущать свое тело и даже принять участие в международных соревнованиях и выступить на одной сцене с популярными артистами. Об одной из столичных школ танца Александр Хавренко. Танцевальная студия Level Up существует в городе с 2013 года. И практически ежегодно студенты студии принимают участие в различных чемпионатах по современным танцам. И редко когда возвращаются без наград. У нас в школе преподают несколько направлений. Хип-хоп, вайкинг, дэнс-холл, афро-дэнс, поппинг. Это все современные стили танцев. Преподавателями являются мои ученики, которые
Ну, как бы с детства занимались, сейчас они уже закончили школу, кто-то является студентом, вот, они с детства ездили на мастер-классы различные, чемпионаты, вот, сейчас всего у нас в школе где-то 6 преподавателей, вот, каждый год обязательно ездим на мастер-классы, развиваемся, прокачиваемся. В этом году из-за сложившейся ситуации летом студия опробовала метод дистанционных занятий, благодаря чему основам танцев смогли обучиться не только люди из Якутска, но и из многих районов республики и даже из городов за ее пределами. Но, как только стало можно, Level Up вновь распахнул свои двери. Вот разделили разметки, сделали дистанцию по 1,5 метра. Обязательно у всех дезинфицируем руки. Раньше у нас в группе было где-то 10-8 человек. Сейчас мы эти группы разделили на несколько групп. То есть в группе там занимается не больше 5-6 человек. Вот, держим дистанцию. Тренер обязательно держит дистанцию. Вот, все предоставляем маски нашим ученикам при входе обязательно. И каждое воскресенье у нас тут в здании ведется дезинфекция всего здания, и мы сами каждый понедельник тоже у себя в залах делаем дезинфекцию. Преподают в студии опытные танцоры, а для студентов существует несколько групп. Для новичков и для продвинутых. И преподаватели уверены, научить танцевать можно любого, было бы желание. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Якутск. И в завершение о новостях спорта. Якутские масс-рестлеры сразятся за путевки на игры стран СНГ. Схватки состоятся с 13 по 15 ноября во Владикавказе среди юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года. В столицу Северной Осетии ожидается приезд представителей 14 регионов России в весовых категориях от 50 килограммов до свыше 105 килограммов. Честь Якутии будут защищать Аян Самсонов, Айсен Мигалкин, Василий Захаров и другие сильнейшие спортсмены. Это были главные события четверга. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.